Здравствуйте, в эфире программы «Интервью». Я представляю гостя в студии Ирина Паньхина. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Ирина Александровна, здравствуйте. Добрый день. У нас с вами будет несколько тем сегодня ключевых для обсуждения, но я предлагаю начать с прошедшего приема граждан. На какие вопросы в основном волнуют сегодня жителей республики? Прием граждан – это важная, неотъемлемая работа депутата, встречи с земляками, встречи с жителями республики. Приемы всегда проходят оживленно, люди приходят с наболевшим. Как правило, традиционные вопросы – это вопросы жилищно-коммунального жанра, это вопросы касаются изменений в законодательство, поскольку и курирую этот блок, и здесь по линии ассоциации мы проводим большую работу по линии правового просвещения. Бывают дельные толковые инициативы, мы обсуждаем. Сегодня так совпало, фактически весь прием был посвящен вопросам поиска без вести пропавших участников специальной военной операции. Все обращения везу с собой в Москву, они будут оперативно отработаны по линии Министерства обороны с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой. Люди приходят с последней надеждой, поэтому здесь очень важно незамедлительно начать эту работу и всегда верить в чудо. И как показывает практика, уже многолетняя, мы эту работу ведем с первых дней начала специальной военной операции, находим, и это, конечно, большая радость, это большое счастье, когда удается помочь людям. Также отрадно, что во время приемов удается юридически по новеллам сориентировать людей, где-то помочь на месте, куда обратиться, с чем обратиться. Это тоже очень здорово, что удается на месте решить какие-то такие вопросы, которые не требуют оперативного депутатского реагирования. Ирина Александровна, получается, тема поиска пропавших без вести, которую как раз вот эту задачу поставил перед вами в своем послании глава Республики Башкортостан, сегодня актуальна. И вроде бы времени не так много прошло, но тем не менее уже что-то сделано в этом русле. Это очень большая, важная, насущная работа, которую перед нами поставил Ради Фаритович Хабиров уже в формате комиссии, которая создана на базе правительства Республики Башкортостан. Мы провели установочное совещание с заинтересованными ФАИВами, ведомствами, силовым блоком, наметили те направления, по которым нужно включаться, в том числе и на уровне федеральной повестки. К слову скажу, что Фонд защитников Отечества, региональные уполномоченные по правам человека очень эффективно отрабатывают по своей повестке на своем уровне, поэтому здесь необходимо структурировать работу, и там, где необходимо включение непосредственно оперативное с Министерством обороны, с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, здесь, конечно, нужно именно федеральное включение для того, чтобы работа была эффективной, для того, чтобы была оперативной, потому что где-то необходимо именно включение на таком более высоком уровне. Но вы уже, насколько я поняла, ведете эту работу, и вы говорите о том, что нужно верить чуду, и на самом деле успешные дела вот именно есть в этом направлении. Да. Работа ведется, пусть и не совсем публично, это те вопросы, о которых мы, в общем-то, не сильно много говорим. С первых дней начала специальной военной операции есть примеры и случаи, когда мы находим ребят, когда мы видим их в списках на обмен. Этому предшествует большая организационная, большая работа процессуальная, поэтому ее нужно вести, невзирая на сроки. Мы понимаем, что где-то это год, где-то это 2, поэтому работа ведется в постоянном непрерывном формате. Ирина Александровна, и Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении и об уголовной ответственности за осквернение памятников жертвам геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Почему вот это сейчас стало актуально?
Вы знаете, но все это звенья одной цепи. Мы прекрасно понимаем, что на полях, на фронте специальной военной операции, в том числе наши ребята, бойцы, отвоевывают и нашу историческую правду и справедливость, которую очень хочется переписать в том числе и победу, и успех в Великой Отечественной войне. Как бы абсурдно это нам, россиянам, не казалось, поэтому год назад был принят федеральный закон, там, где регламентированы положения по увековечиванию памяти жертв Великой Отечественной войны. Поэтому логично было закрепить ответственность по, в том числе и оправданию геноцида. Буквально вот в мае этого года мы будем отмечать 80 лет Нюрнбергскому процессу. Это международный процесс, уголовный суд над главными идеологами нацизма, фашизма. И очень важно было закрепить именно уголовную ответственность. Она была закреплена. Так вот, нашим законом, я являюсь соавтором этой законодательной инициативы, мы закрепили уголовную ответственность в отношении оправдания геноцида советского народа. Мы прекрасно понимаем, что тогда война, которая велась 80 лет назад, была направлена на уничтожение советского народа. И очень важно, чтобы молодое поколение, мы понимаем, что все дальше и дальше от нас это время, и очень важно подрастающему поколению, молодым людям знать уроки войны, знать историческую правду и понимать, что за осквернение, за уничтожение, за переписывание истории будет очень серьезная ответственность, а она серьезная, до 5 лет лишения свободы. Поэтому уголовное наказание, это же не всегда про наказание как таковое, это в том числе и про превенцию, то есть дать сигнал, чтобы люди понимали, что за это последует, да, за противоправные действия последует серьезная ответственность. И важно, конечно, законы знать. Здесь вопрос правового просвещения. Ирина Александровна, еще одно звено вот цепи, о котором мы сегодня с вами говорим, это еще и мошенничество, и в том числе и вот кибермошенничество тоже. Какие есть вот в этом плане приняты именно на законодательном уровне меры по борьбе с кибермошенниками? Актуальный вопрос, актуальнейший вопрос, который находится в том числе на повестке у президента. Государственная Дума за минувший год, за 2025 год, приняла более 10 законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством, направленных на защиту персональных данных. Мы прекрасно понимаем, что цифровизация, век цифровизации, он, конечно, упрощает нам жизнь. Мы понимаем, что сидя дома на диване мы можем заказать себе продукты, воспользоваться какой-то услугой, но прекрасно понимаем, что наши данные, они в сети. Поэтому очень важно персональные данные защищать, и прекрасно понимаем, тот, кто владеет нашими персональными данными, должен в том числе и обеспечивать должный механизм защиты. Поэтому в данной связи был принят серьезный закон, с автором которого я также являюсь, направленный на защиту персональных данных. В данном случае субъектом ответственности выступают те самые крупные агрегаторы, скажем так, да, это Яндекс, это СДЭК, это Почта России, просто чтобы понимать, о ком мы ведем речь, те, которые владеют нашими персональными данными. Только вдумайтесь, каждое третье преступление совершено посредством цифровых технологий. А как юрист могу сказать, насколько сложно они расследуются. Да? Уголовный процесс не стоит на месте. Это очень здорово, что наши правоохранительные органы, следователи, дознаватели, они находят эти ниточки и раскручивают в том числе преступления такого очень сложного вида расследования. Поэтому в данной связи нам законодательно нужно помогать. И есть результат. Несмотря на то, что по-прежнему люди обманываются, как бы мы ни говорили, что не надо снимать трубки, не нужно переводить деньги, не нужно реагировать на провокации. Но по итогам 2025 года кибермошенничество, киберпреступления снизились на 11%. Это очень хорошая отрицательная динамика. И 27 миллионов краж приостановлено за минувший период. Это тоже очень хороший показатель. Это говорит о том, что
те меры, которые введены, они работают. Работает самозапрет на потребительские кредиты, работает самозапрет на большое количество сим-карт, это тоже очень важная история. Непростая история, это дроперы, это люди, которые оформляют на себя карты или же пытаются обналичивать с чужих карт, это студенты, те, которые хотят подработать, заработать. Тяжелейшая степень ответственности, 10 лет лишения свободы, поэтому те, которые хотят легко заработать, в том числе и вот на таких вещах, должны понимать, что за такие противоправные действия последует очень серьезная ответственность. Сейчас в Государственной Думе находится очередной пакет законопроектов, направленных на защиту персональных данных, в том числе связанные с услугами в МФЦ. Замечательная услуга, госуслуги, мы все этим пользуемся и прекрасно понимаем, что от паспортных данных до свидетельств о рождении наших детей, различных недвижимостей и так далее и тому подобное, все на госуслугах. Поэтому степень ответственности должна быть соответствующей в случае утечки персональных данных, это раз. И, соответственно, механизм безопасности должен быть настроен должным образом. Поэтому в случае утери пароля, это может быть только нотариальная история, доступ, да, он будет усложнен, но зато и степень, механизм защиты будет соразмерный. Поэтому все это находится на рассмотрении. Мы надеемся, что до конца весенней сессии Государственная Дума примет данный законопроект. Ирина Александровна, время нашего эфира подходит к концу, но не могу не спросить еще один вопрос, может быть коротко, но тем не менее получу ответ о том, что в Госдуму внесен законопроект о продлении гаражной амнистии. Почему? Знаете, очень актуальный законопроект для нашего региона, для Республики Башкортостан. С 2021 года действует упрощенный. Что такое гаражная амнистия? Это упрощенный порядок декларирования и оформления в собственность участков, объектов недвижимости, и он очень востребованным оказался. Более 800 тысяч объектов по России было оформлено путем этого упрощенного порядка, и есть живой запрос, приходят люди, в том числе это и приемы граждан, которые не успели по тем или иным причинам. Поэтому в данном случае продлили, будем принимать этот закон до 2031 года. У людей есть возможность, у жителей Республики Башкортостан в упрощенном порядке оформить объекты недвижимости, землю в упрощенном порядке и дальше, так сказать, делать уже со своей собственностью то, что они считают нужным. Это очень здорово, что есть такая возможность, и мы эту возможность людям даем. Вот куда можно обратиться для того, чтобы получить информацию, как можно получить гаражную амнистию? Росреестр. Росреестр. Да, конечно, там порядок уже настроен, там очень понятный, простой алгоритм, он упрощенный и распространяется на те объекты, которые введены до введения градостроительного кодекса, то есть до 2004 года. Ирина Александровна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Ирина Панькина. Это первый заместитель председателя Комитета Госдумы Российской Федерации и председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России. Спасибо, что были с нами.